нас огород. Мы завели себе огород. На историческую родину возвращаю рабарбар. У бабушки всегда вот в этом месте, здесь около жасмина, был рабарбар. Но сейчас какую-то клубнику 100% био. Чего это такое? Я не знаю, что био. У него земля... Закапывай. Ага. Я включила уши. Ага. Доброе утро! Ну, честно говоря, уже день. Честно говоря, мы уже выпили кофе, а вас с собой не взяли. Ну, потому что вот не могу ничем оправдаться. Даже не знаю, что сказать. Да, поползень уже пришел. Новую кормушку уже облюбовали. Эту маленькую надо немножко в другое место перевесить. И тоже ее... заполнить. Привет, привет, привет. Ну, здравствуйте вам всем. Я так по-рабочему. Сегодня будем рассаживать огород. Я начинаю огород сажать. У меня будет огород. Огород. Возьму. У меня есть несколько пластмассовых ящиков, белых таких, знаете, балкон. Не надо смеяться. Вот, сейчас туда землю и понавтыкаю лук. Кристине говорю, что пойдем сажать, будем, типа, покажу. Она такая вся, типа, фу, зачем мне это надо? Я говорю, не, ну как? Хоть посмотреть, как растет, не хочет. А я вам сейчас сирень нашу дам понюхать, нюхайте. Чувствуете, да? Вот. Значит, сегодня рассаживаем цветы. Сегодня ночью не было дождя, муж уехал. Вот, и теперь не дождя, теперь солнце, теперь все. Теперь все хорошо. И будем рассаживать цветы, рассаду, которую я привезла, и будем разбивать огород, сажать ревень. В общем, все сегодня, пока нет дождя, то вот здесь будем делать. Да. Так, я в рабочем варианте. Так. Вы со мной будете меня учить, как, что сажать. Но видео всегда выходят после, да? Но я могу все переделать. Так что вы мне говорите, что надо будет переделать, а я вас буду слушать. Научите меня. Научите меня, пожалуйста. Так, вот это у нас огород. Тут, значит, какие-то горшочки, кинза, обликос, орегано, салат, еще что-то, какие-то штучки. А это у меня уже лук, он уже в гараже начал вот так. Надо его сажать или нет, или он уже готово. Уже можно на суп брать, уже все. Все готово уже. Так, значит, ящичек сейчас помоем. Есть у нас земля. Айя мебель. Так, фу, мебель. Айя, как это, мульт. Земля для сада. Вот, и мы с вами привезли вот такой набор зелени. Салат, кинза. И все это сейчас оно в горшочках вот здесь. Съели бы сразу. Это мама, я не знаю. Мама. Тут что значит? Все выросло. Давай сразу. Вереф обликас. Что такое вереф обликас? Обликас это щавель, а вереф? Вереф обликас. Я не знаю, что надо попробовать, кисленький он или нет. Вот, и тут они разные. Дела дачные хлопоты. Полить цветочки, посадить, поймать мышку. Ну, вы понимаете. Мяу. Мы здесь смешали конский навоз и землю для сада. Копаем дырочку и посадим. Сейчас посмотрим, что это у нас. Это у нас, читай, петерсель, петрушка. Давай. Ямку. Шаг, ямку сюда. Осторожно, чтобы вот это не оторвалось. Нажимай вот так вот на него, чтобы он вылез. Его не жалко сломать. Вот здесь нельзя сломать. Так. Ага, вот это все. Корневище. Только снизу, не по бокам. Вот, и сюда. Так, и теперь закапывай земелькой вокруг. Вот так вот присыпай. За талию и вниз, за талию и вниз. Вот, все, еще так вот вокруг земелькой. Угу. Петрушечка.
Так, и еще здесь посадится 2. А у нас как раз 2 и есть. Так, давай следующий посадим. Базилик. Базилик — это василек. Он очень хорошо пахнет. Когда в Апиано мы ходим есть пиццу, мы вот так вот срываем и посыпаем себе. Помнишь, в пиццу? Вот это и есть василек. Давай, посади василек. Я тут подержу, а ты давай. Вот это можно ломать, а здесь аккуратно, не сломай вот тут. Угу. Вот. Ага, здесь корневая ничего. Так, вот сюда давай его. Угу. Я так подержу, а ты закапывай. Закапывай его, закапывай. И теперь за талию и туда прижми. Вот. И еще раз так вот вокруг. И последний сюда. Так, ну куда смотришь? И последний сюда мы сажаем лехтпейт. Свекла, которая листовая, не корневая, а листовая. Листики можно кушать. Это все, что можно кушать на салате будет. Вершки. Вершки, аккуратно. Вот здесь не сломай. Сломать можно. Видишь, какая система корневая, переросшая, что даже не вынешь. О, это надо все обрывать, иначе он не будет расти. Вот так, да. Вот здесь вот это все. Нет, с боков не надо, только низ. Бока оставляй. Так, сюда сажай его. Держи за горшок, уже не за краешки. Вот так. Ага. Он надо глубже так, чтобы он весь зашел туда. Я держу, ты давай закапывай. Маркиз бы все съел. Так. Этот листовой пусть тут будет на солнышке. Здесь клубника, и здесь будет еще ампельный помидор. А лук туда. Пусть он тут. У нас огород. Мы завели себе огород. Как в Апиано. Так. Так. А сегодня Петрушечку. его можно брать? Петрушечку. Сюда. Вот умница. А я не знаю, отрезает попси или нет. Я ничего не знаю. Девочки, расскажите, надо что-то отрезать или не надо? Макушки. Да Я он не, и так, видишь, идет. я не знаю. Я думаю, такой мелкий не отрезают. Так, давай сетку. Смотри. Я сама крестьяна, правда, не умею, но я тебя научу. Вот такой у нас лук. Он уже растет. Называется сивок. Совок, сивок. Делаешь вот такую дырочку. Здесь, наверное, можно в 2 ряда. Дырочка, дырочка. И суешь вот так его. Смотри. А потом закопаешь. Смотрит на дачу. Вот так вот пальчиком сделай себе дырочки. И в эту дырочку давай. Я дырочки делаю, ты идешь за мной вверх этому. Корешками, вершками вверх сажаешь. В дырочки клади. Вверх. Во. Кристина, у нас огород. Каждую, да? Так, сейчас я буду копать здесь яму ревень. Здесь у бабушки всегда был рабарбар. Или как? Да как-то оборвайся. Так, не пропускай, там шаг ты пропустила, какую-то дырочку. Вот эту здесь. Угу. Угу. Так, все, поливаем. Ну и все. О, и дождь. Ну, отлично.
2 помидора. Написано рыту помидор для балкона. Вроде бы один ампельный, второй какой-то обычный. Я не знаю, ничего не понимаю в них. В общем, вот 2 посадили в большой горшок. Кристина сейчас польет. Вот эти поливай помидорки. Ага. Ага. Все. Так, помидорчики. Лука у нас теперь завались. Я не знаю, что это будет. Его было очень много. Ну, это проба пера только. Хватит смеяться. Когда мы смеемся? На историческую родину возвращаю рабарбар. У бабушки всегда вот в этом месте, здесь около жасмина, был рабарбар. Но сейчас надо здесь вырыть для него ямку и хорошей земли туда положить. Может быть, он выродился, что тут земля была скудная. Но всегда вот у нее было здесь. Она срывала и варила мне всякие кисели, компоты и пироги с ревенем, с рабарбаром. Здесь какие-то камни. Так, все, ревень, рабарбар тоже посажен, польем. Дальше будем смотреть, что нам еще надо посадить. Пересадила хосту сюда одну. Здесь вот перед верандой никогда вообще ничего не растет. Там у нас пион. В прошлом году посадила. Здесь у нас, значит, с вами огород. А вот здесь будет... У бабушки здесь всегда была клубничка. Вот одна из них дожила до этих пор. Поэтому я даже и не трогаю, и не вот уже ягодки, и все. Я купила какую-то клубнику 100% био. Чего это такое? Я не знаю, что био. У него земля какая-то особенная, у меня обычная. Здесь уже даже ягода созрела, пока я собиралась ее сажать. Вот, и это один сорт, а второй рипматикас. Это значит, которая ампельная. Но она, может быть, будет свисать с камушка или что, я не знаю. Короче, здесь тоже уже ягоды. И тут цветет вторая такая же. Ну вот я их посажу, чтобы они как бы туда свисали с горки. А здесь вот это био. Ну, сейчас Кристина посадит. Я копаю, она сажает. Ну, чтобы, знаете, когда человек сажает, сам потом у него интерес наблюдать за всем этим. Укроп уже лучше стал. Был какой-то уже побеги пошли новые. У меня огород. Ага. Давай ее левее. Но здесь ничего, здесь не надо ничего обдирать. Здесь вроде хороший. Вот сюда, левее. Вот сюда. Ага. Так. И закапывай земелькой вокруг. Угу. Так, а вторую вот сюда надо. Вот, да. А вторую сюда. Тоже, которая рип, почитай. Вот это вот, она тоже рип. А био посадим вот в ту. Ага. Чуть немножко подальше. Угу. Вот здесь корневую систему пообщипай. Видишь, она слишком. Вот это, да, это слишком уже разрослась. Угу. Землей вокруг. Так, и теперь туда био. Какая, чё в ней био? А ты видела, что здесь уже ягоды есть? Так, сейчас польем. Прямо в корень. Ага. В корешок и здесь. Один и второй. И новую хосту мне полей. Новый этот кустик. И пион там. Здрасте. А к нам что, гости? А вы куда, молодой человек? У нас есть лишние котлеты. У нас есть котлета. Мясная. Котлета. Так что не убегайте далеко. Молочко есть, сметана. Чего желаете? Котлета. Что желаете? А ты не влез? Не вру. Зуб даю. Я лучше тут постою. Ну давай, неси. А у нас солнышко. И сразу жить охота. Уже лучше.
Что-то уже кто-то жужжит. Мы уже настирали, потому что были дожди, а тут так хорошо пахнет постельное. Из машинки вынул, и вот это оно. За полчаса вот постельный раз. А мы вытащили, мы вытащили с Кристиной это она их будет мыть. Немножко надо его помыть. Ну, что он тут в каких-то... Тут кто-то изволил из птиц сесть, накакать. Это наш, да, для новеньких. Для новеньких, значит, такая история. У нас это сторож, подожди, талисман, сторож, наш гном Кузьма. Да. Сначала был Кузьма. Потом, значит, зрители очень волновались за него и говорили, что ему пора жениться. Он долго слушал, крякал в бороду, а потом привел невесту, жену. У нас была свадьба, это я для новеньких рассказываю. Не смейтесь, да, на самом деле свадьба. Все зрители придумывали, как назвать жену Кузьмы. Решили, что она будет Марта. Голосование зрителей было Марта. И потом все спрашивали на следующий год уже, есть ли у них прибавление. Да, родился сын. Кто помнит, какое имя победило в конкурсе на имя сына Марты и Кузьмы, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. А сейчас их надо после зимы так вот помыть тряпочкой. Да, вот всякое протереть. И будем тогда сажать цветочки. Так, пока Кристина моет фигурки, я притащила вот эту тележку. Тележку мы ставим в землю и там сажаем цветочки тоже. Так, пока сохнут наши фигурки, вот принесли сюда землю, она у меня в мешке, там чернозем. И потом, чтобы не видно было пакета, мы так с вами поленнице березовый положим. Будем знать только мы с вами. А никто не будет знать. Так, и сюда рассадим сейчас чего-нибудь. А чего у нас всякого тут есть? Цветы уже вянут, надо рассаживать. Давай Кузьме георгин посадим желтый. Георгин. Это петуния. Георгин вот этот, да. Прямо бери весь с горшком и все. Ага. Так, это пойдет к Кузьме. Может, побольше горшочек сделать. Даже не знаю. Но предварительно расставим. Ага. Давай. И поливать надо. Наверное, можно побольше горшок ему. Ага. Так, теперь надо сюда принести бегонии. Угу, спасибо. Так, ну теперь посмотрим, как их тут распределить. Такс. Такс и такс. Так, Кристина, давай-ка вынимай. И вот сюда сажай мне. Сюда ярко-красную. Нет, вот эту розовую сюда давай. Розовую. Вынимай из горшка, не переломи только. Так, закапывай, Кристина. Закапывай там под корешок вот здесь. Вот так вот. Нажимаем за талию. Вот так. Угу. Так. Корневую. Нет, вообще ее выкини. Ну да, можешь в горшок, правильно. Но она не сильно развитая. Давай сюда вот ее. Ага, вот так. Угу. Так, закапываем. Давай, я держу, закапывай. Со всех сторон. Так, и еще одну, наверное, поместится вот сюда. Давай красную. И закапывай. Ага. Так, вот здесь у нас еще корзиночки есть. Сейчас мы эти корзиночки с вами вот сюда тоже цветочки. Так. И эту корзинку мы на пенечек. Вот так. На нем надо пироги пить. Да. Пироги тоже будут. Так, и вот сюда еще сейчас. Еще световая инсталляция есть тут для вечера. Посмотрим, как они пережили зиму. Может, что не работает. Вот так вот сейчас. Вот тоже. Корневая система у него, конечно, здесь вся. Все гортензии можно. И хосту вон там, которая болеет. Я говорила, она полила. Молодец.
Надо. Да? Ну все, значит, все. Сейчас еще вот это вот солнце. Да, птенцы здесь. Я сейчас, знаешь, где слышала птенцов? Вот в том скворечнике. Вот там был гвалт прям. На меня села стрекоза. Это неудивительно. Что это? А ну вот. Здесь так. Так, Красюша польет. Этот вот, как мур тут сюда, типа посадили пока сюда, но на него, на этот пень у меня другие планы. Но посмотрим, что выйдет. Не знаю пока. По кругу, все вокруг. Вот так, да. Так, теперь здесь закроем вот так вот. Так. Такие, как поленницы, сюда кладу. Думала, может, кору. Да нет, как-то кору. Вот такая у нас с вами тележечка получилась. Угу. А еще вот такая есть плетеная чашка. Кофейная на блюдце, видите? Сейчас сюда еще одну петунию, она уже вянет. Ой, какая у нее корневая, ужас. Смотрите. Утрамбованная. Да. Это надо все убирать, иначе. Пахнет землей. Ага. Сегодня первый такой летний день. Ой, как пахнет. Ветер, какой воздух. Пахнет сиренью и сосновой хвоей, стволами сосны. И жареной курицей. Ой, мама. Я скоро туда пойду на завтрак. Так, еще у нас с вами есть всякие световые инсталляции. Не все, конечно, пришли, скажем, никакие еще не пришли. Я там поназаказывала, но те, что были с прошлого года, мы их с вами пока повесим, посмотрим, работают ли они. Потому что, как правило, все эти зимы они переживают плохо. Но посмотрим, загорится или нет. Будем вместе с вами следить. Я включила уже. Подзаряжал. Ага. Он на солнечных батареях, но как это все пережило зиму, я очень скептически к этому отношусь. Но посмотрим. Ну вот более-менее преображается участок. Не все еще, конечно, но нет предела совершенству, вечно что-то хочется. Ну, потихонечку. Эксперименты, знаете.